Всем привет! Это «Важное из Крыма» и меня зовут Алена Бадюк. Мы собрали для вас все самые важные и интересные новости, которые произошли на полуострове в течение этой недели, и я с удовольствием вам о них расскажу. Крымско-татарские активисты не смогли добиться встречи с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым. Утром 6 ноября под зданием российского правительства Крыма собрались десятки людей. Это ветераны крымско-татарского национального движения, а также родственники заключенных по делам Хизбут-Тахрир. Участники акции заявили, что Аксенов допустил некорректные высказывания в отношении их близких и обвинил их в участии в террористической секте. Напомним, что организация Хизбут-Тахрир запрещена в России с 2003 года, однако в Украине и других странах мира она продолжает работать легально. Почему крымские татары призвали к ответу Аксенова? В этом вопросе разбирались мои коллеги в эфире «Радио Крым Реалии». Напомним предысторию конфликта текущего между крымскими татарами и Сергеем Аксеновым. В ночь со 2 на 3 ноября сотни крымских татар выехали из Крыма, чтобы поддержать фигурантов красногвардейского дела Хизбут-Тахрир Рустема Эмир-Усейнова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева. В тот день Южный окружной военный суд суммарно приговорил 3 крымских татар к 42 годам тюрьмы. Активистам так и не удалось попасть на это судебное заседание. На выезде из Крыма их заблокировали несколько патрулей полиции. Адвокат Эмиль Курбединов тогда заявил, что российские правоохранители намеренно не пропускали автомобили, чтобы крымчане не успели на приговор соотечественникам. Сергей Аксенов отреагировал на эти события следующим образом. Далее мы послушаем цитата. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 3 участникам крымской ячейки международной террористической организации Хизбут-Тахрир. Напомню, что они были задержаны в феврале 2019 года, осужденные получили 17, 13 и 12 лет колонии строгого режима. Накануне сотрудники правоохранительных органов остановили на Крымском мосту группу граждан, направлявшихся на заседание суда, чтобы, по их словам, поддержать осужденных. Отмечу, что сам факт принадлежности к Хизбут-Тахрир, цель которой заключается в построении всемирного халифата, уже является нарушением российского законодательства, так же, как и поддержка терроризма. Уверен, что наши правоохранители разберутся в ситуации и примут необходимые решения в рамках закона. А крымским сторонникам Хизбут-Тахрир настоятельно советую отказаться от идей, которые проповедует эта террористическая секта, прикрывающаяся религией, и обратиться к мирным, духовным и нравственным ценностям. Таких случаев немало, и, как показывает опыт, это всегда приносит пользу как самому человеку, его родным и близким, так и обществу в целом. Системная работа по противодействию экстремизму и терроризму ведется постоянно, и оно будет продолжено. Благодарю сотрудников ФСБ, МВД, Национальной гвардии, всех, кто стоит на страже закона и порядка, кто защищает крымчан от существующих угроз. Вот именно это высказывание российского главы Крыма спровоцировало крымских татар выйти 6 ноября под здание Совета министров Крыма. Давайте послушаем, чего именно требовали собравшиеся 6 ноября крымские татары. На выступление Аксенова идут комментарии, где явно проявляется шовинизм. И те, которые ненависть к крымским татарам, когда те, которые пишут там свои комменты, надо их всех сажать, надо их вот так делать, вот так делать. То есть разжигается ненависть. Но это же недостойно главы республики. Это правильно раз. Вот пусть выйдет нам и объяснит. Значит, мы понимаем, что мы второсортные или третьесортные, что нас как продолжали все время обзывать разные нам прозвища нашим предкам и нам в том числе. Ну вот подробнее о том, что происходило под зданием Совета министров в Симферополе, мы поговорим с Шукри Сейдометовым, активистом, отцом арестованных по делу Хизбут-Тахрир, да, преследуемых по этому уголовному делу крымчан. Шукри, доброе утро. Услышав о том, что произошло на Ростове, я подумал, что если завтра моих детей этапируют в Ростов, то меня ждет такая же участь. Я не смогу ни сам, ни мои родные, ни близкие проехать к зданию суда и хотя бы просто оказать моральную поддержку своим детям и родным. Это первое. А второе, слова, которые написал этот глава о поддержке терроризма, они были восприняты мной как угроза. То есть я вспомнил, опять же, слова своих предков, которые рассказывали о том, как в советское время детей отлучали от родителей, жен от своих мужей, чтобы они отказывались от них, так как им угрожали длительные сроки, как враг народа.
все это привело к тому, что я пришел к этому зданию, но пришел не с просьбой увидеть этого человека. Я не хотел никакого желания, у меня не было никакого желания с ним разговаривать о чем-то. У меня было требование, чтобы он вышел и сказал все, что написал в Фейсбуке, людям в лицо. Чтобы он вышел, если он представляет власть на сегодняшний день в Крыму, чтобы он выступил и сказал людям это откровенно. А не спрятался за высокими стенами, за автоматами и так далее, и писал, строчил где-то на компьютере свои вот эти вот бредовые слова. Ну и такой момент, что безнаказанность в прошлом относительно чиновников, особенно в советское время, она порождает безответственность сегодня. Мы продолжаем наш эфир. С нами на связи Нариман Джилял, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, активист крымско-татарского национального движения. Он с нами на связи по телефону. Нариман, доброе утро. Ну, это сложно назвать диалогом, так как диалог все-таки предполагает, чтобы стороны друг друга слышали, стороны высказывали друг другу мнение и приходили к какому-то общему, да, результату, общему там выводам и так далее. Здесь ситуация совершенно иная. Власти Крыма особо не желают слышать людей, за исключением тех из крымских татар, которые они определили для себя в качестве некой формальной такой, да, стороны общения. Там представители, например, духовного управления, там представители ряда общественных организаций, которые возникли уже после 2014 года, некоторые лица, которых они определили как представителей во власть, там многие из них, как вы помните, поменялись за это время. А те, с кем они считают неугодными, нелояльными, неинтересными и так далее, с ними абсолютно никакого диалога не происходит. Люди понимают систему власти, они понимают, кто принимает хотя бы здесь на уровне Крыма какие-то маломальские решения. Говорят, мы хотим разговаривать с ним, то есть непосредственно там с Аксеновым. Поэтому нам неинтересно общение вот с этим человеком. Поэтому я не назвал бы это диалогом. Я не особо вижу вообще эффективность подобных попыток наладить диалог с той точки зрения, что поведение власти, оно здесь не спонтанно, оно имеет систематический характер. Вот Сергей Аксенов, о котором мы сегодня много говорим, тоже может дозвониться к нам в прямой эфир. Даем мы такую возможность. Приглашали мы неоднократно его принять участие в нашем эфире, но традиционно наши приглашения остаются без ответа. Тем не менее, может дозвониться к нам и Сергей Аксенов в любой момент, предоставить свой комментарий, и он будет опубликован, если это будет не в рамках прямого эфира, да, на сайте Крым Реалии, если он захочет каким-то образом пояснить свою позицию. Крымчан выселяют ради новой дороги. На территории Добровского сельского поселения в Симферопольском районе Крыма прошли общественные слушания по поводу строительства новой объездной от Симферополя до ЮБК. Обсуждали то, где именно пройдет новая дорога. Изначально российские власти предлагали 3 варианта, но в итоге все свелось к одному – к сносу жилых домов. Как пишет российская газета, в случае реализации этого проекта под изъятие могут попасть 172 земельных участка, около 20 из них с жилыми домами. Мы можем послушать то, что они говорили на общественных слушаниях. Давайте послушаем, что говорила представитель инициативной группы местных жителей Людмила Миловацкая. Здесь было много очень сказано о том, что мы можем отодвинуть землями Министерства обороны, отодвинуть эту трассу от улиц Полигонная и Садовая, но мы получили ответ из Министерства обороны от 16.04, который давал Аксенов запрос на то, что земли Министерства обороны не могут быть использованы в строительстве данной трассы. То есть люди Садовой и Полигонной остаются либо возле этой дороги, либо могут уйти под снос. Это будет зависеть от того, будет ли санитарная зона. Далее эта трасса пересекает целый жилой массив. Поперек режет 5 улиц. Потом она мостом 20 метров высотой и километром длиной перепрыгивает в районе Ялтинской трассы между селом Заречное и Перевальное.
Там тоже 5 улиц, через которые проходит этот мост. И люди, которые имеют там дома и участки, вынуждены будут потом всю жизнь жить в непосредственной близости от моста высотой 20 метров. Дальше эта трасса уходит вдоль садовых товариществ. Частично на улице Речной она тоже задевает дома, там снос идет в селе Перевальном. Далее эта трасса идет вдоль от первого Перевального до конца Перевального, это порядка 6-7 километров. Люди будут зажаты коридором из 2 трасс, существующей Ялтинской и новой дороги, которая будет строиться. Расстояние, на котором будут проживать люди, это 300-400 метров. Вопрос о сносах очень актуален, но еще актуален вопрос, который никто не поднимал. Что будут делать люди, которые останутся жить возле этой трассы? Им там жить всю жизнь, жить там их детям и всем последующим поколениям. Протяженность очень большая, потому что это самый большой участок дороги, который режет село. Поэтому все Заречное по левой стороне и все Перевальное по правой стороне всю жизнь будет жить возле трассы Таврида, зажатая еще трассой Ялта-Алушта. Но руки в итоге были подняты. Как сообщают крымские средства массовой информации, всего на общественных слушаниях были зарегистрированы 371 человек. А за этот проект проголосовали 255 человек. Но, как мы уже говорили, да, такой вариант не устраивает как минимум жителей Садового товарищества, которые пострадают больше других. И мы обращались с приглашением в эфир также к организаторам слушаний в администрацию подконтрольного России Добровского, подконтрольную России администрацию Добровского сельского поселения. Там на наше приглашение не ответили. В подконтрольном России Министерстве транспорта Крыма также на наше приглашение мы не получили ответ. Но вот пока ответа нет, давайте послушаем, как резюмировал итог слушаний российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. Была создана инициативная группа из жителей Добровского поселкового совета в количестве 10 человек. По итогам работы данной инициативной группы был вынесен на общественное обсуждение вариант, который проходит вблизи танкового полигона. Сегодня провели общественное слушание. Большинство из 370 присутствующих, 250, поддержало данный вариант, поэтому начинаем прорабатывать уже детально данный предложенный вариант. Детально предложенный вариант предлагает и некие компенсации. Ранее Евгений Кабанов говорил, что компенсации за те дома, которые придется изъять для строительства этой объездной дороги, могут составить до 4 миллионов рублей. Ранее журналисты пообщались с жителями Заречного о том, хватит ли предлагаемых им компенсаций на покупку равноценного жилья, равноценной недвижимости. Давайте послушаем, что говорят об этих компенсациях местные жители, говорит Николай Нечитайло. Нам ничего не предлагали. Мы сказали, так думаю, 3 миллиона больше не дадут. Вот, естественно, власти стараются зажать эти деньги. То, что если мне больше дадут, значит, меньше у них останется. Вот и весь вопрос. А даже кто останется, как жить вот рядом с этой дорогой, с этой развязкой? Я начал в 90-е годы строительство, потом кризис, денег не было. Вот сейчас только сделал так, что можно жить здесь. Вот внуки бегают, дети. Я приехал, вот участок, а теперь не знаю, что снесут, не снесут. Я ничего не делаю, никаких работ не произвожу. И вот сидим как на этом, говорится, на чемодан. Вот об этом мы поговорим с крымским адвокатом Артемом Пепой. Он с нами на связи. Артем, доброе утро. Смотрите, но здесь основной момент, на который стоит обратить внимание, конечно же, на сумму, которая предлагается службой автомобильных дорог в качестве компенсации. Как правило, как это происходит? Служба привлекает оценщика на подряд, он оценивает дом и земельный участок, и после этого на выходе получается сумма для компенсации. Если человек с ней не согласен, то он просто не подписывает соглашение о принудительном изъятии, и, соответственно, тогда служба автомобильных дорог должна обратиться в суд для того, чтобы в судебном порядке по решению суда обязать продать данный земельный участок и дом. И вот в рамках судебного рассмотрения дела можно ходатайствовать о проведении экспертизы, которая будет более независима, конечно же, чем те подрядчики, которых привлекает служба автомобильных дорог. И есть вероятность, что в рамках судебной экспертизы сумма
оценки дома и участка будет существенно увеличена. То есть она как минимум будет такая, как есть на рынке, то есть рыночная. Поэтому основной совет, если сумма не устраивает, то не соглашаться на подписание самого соглашения, а идти непосредственно в судебные баталии и там доказывать, что стоимость участка и дома существенно выше, чем та сумма, которую предлагает суд. Херсонский городской суд арестовал крымчанина Николая Федоряна по подозрению в государственной измене. Федорян – бывший замначальника Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым. По данным украинской прокуратуры, Федорян помогал российским силовикам в проведении обысков и задержаний по крымским делам Хизбут-Тахрир. Задержанный будет находиться под стражей минимум до 5 января 2021 года, и ему суд назначил залог в размере более 1,5 миллиона гривен. Свою вину Федорян не признает. Эту тему мы обсудили в эфире радио Крым Реалии. Предлагаю посмотреть. 7 ноября при пересечении административной границы в направлении Крыма украинскими правоохранителями был задержан Николай Федорян, начальник управления транспорта и авиации предприятия «Черноморнефтегаз». Имеется в виду тот «Черноморнефтегаз», который работает сейчас в Крыму под контролем России. Федорян также бывший заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым. Он был начальником милиции общественной безопасности в то время. В прокуратуре Автономной Республики Крым сообщили, что Федоряна подозревают в государственной измене. По версии украинского следствия, подозреваемый использовал свое текущее служебное положение и, цитирую, как минимум с конца марта 2019 года оказывал помощь оккупационным правоохранителям в организации проведения незаконных обысков в домах крымских татар, преследуемых по так называемым делам Хизбут-Тахрир. Перед эфиром мы пообщались с адвокатом Николая Федоряна Игорем Кушниренко, попросили его рассказать, как он и как его подзащитные оценивают версию обвинения. В даному випадку останній не визнає себе винним. Під час судового засідання, на якому вирішувалось питання про міри запобіжного заходу, він висловився, чому він не вважає себе винним у кримінальному правопорушенні, до якого йому вручено підозру. Моя позиція є аналогічною. Відповідно, я буду її відстоювати в межах заходів, передбачених діючим законодавством. Наразі сторона захисту все, що може зробити, це подати апеляційні скарги на відповідні ухвали. Апеляційним судом їх має бути розглянуто, прийняті відповідні рішення. Подальше, в залежності від того, які будуть проводитися слідчі процесуальні дії, відповідно будемо приймати в них участь. Поки що це все. Игорь Кушниренко добавил, что нынешний приезд Николая Федоряна на материковую часть Украины далеко не первый за последние 6 лет. Наскільки мені відомо, це був не єдиний виїзд. Він зазначив про це під час судового засідання, що він не вперше виїжджав, відвідував Україну, і коли вже повертався, відповідно його було затримано. К нам присоединяется по телефону корреспондент Крым Реалии в Херсоне Ирина Домащенко. Ирина побывала накануне на заседании суда по делу Николая Федоряна. Ирина, добрый вечер. Мы были единственной съемочной группой, которая оказалась на этом заседании. И вот сразу отмечу, что только увидев журналистов, Федорян сказал, что присутствие журналистов говорит о том, что это чисто политическое дело. Он нам отказался что-либо комментировать после заседания суда. Как раз таки вот еще раз повторив, что это политическое дело. Что же касается непосредственно самого заседания, то да, Федорян вину свою не признавал. Он говорил о том, что он не изменял Украине. Если бы чувствовал, что совершил что-то противоправное против Украины, то находился бы в Крыму и не пересекал административную границу. Да, по его словам, он там раз 10 пересекал административную границу после аннексии Крыма там, по несколько раз в год, как я понимаю, и он говорил о том, что вот до февраля 2011 года работал в органах МВД, Украине не изменял, у него есть награды, грамоты от Украины, да, которые говорят о том, что у него была честная служба во благо Украины. Поэтому, что касается непосредственно самого выделения транспорта, да, для сотрудников ФСБ, то Федорян говорил, что он в глаза не видел никого, ему давали команду выделять транспорт, он это делал. Для каких целей это происходило? Возможно, там какого-то там мероприятия, там, может быть,
в целях праздника какого-то, либо еще как-то, он не знает. То есть у него была команда, он мог устно попросить о выделении транспорта. И по его словам, он не заведует, скажем так, вот непосредственно тем транспортом, который выделялся. Якобы есть еще управление технологического транспорта, вот откуда выделяли эти автобусы, и он мог попросить по приказу генерального, чтобы этот транспорт был выделен. То есть именно вот такая вот его позиция была. Он также настаивал на том, что он инвалид второй группы, участник ликвидации аварии на Чернобыльской, последствий аварии на Чернобыльской АЭС. У него плохое самочувствие, и он может не дожить до объявления приговора. И вот непосредственно в самом суде он уже сказал, что вот я могу прогнозировать, что мне дадут 15 лет. К нам присоединяется Егор Ребров, начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Егор, добрый вечер. Я озвучу вам вопрос, который, он, логичный из того, что сказал сам Николай Федорян на заседании суда в Херсоне. Он сказал, что это дело политическое, и одним из признаков того, что это дело политическое, является то, что сам он с 2014 года неоднократно приезжал и выезжал с территории материковой Украины. Как бы ви це прокоментували? Дійсно, він раз-два на рік приїжджав за час окупації на материкову частину України. Але справа в тому, що правоохоронні органи України не володіли інформацією щодо його злочинної діяльності. Вона вскрилась лише, коли його під час чергового проходження прикордонного контролю на КПВ спробували допитати з приводу його діяльності службової як працівника незаконно захопленого на території автономії підприємства «Чорноморнафтогаз». І вже під час цього виплили деякі факти, які вже викликали підозру працівників. То есть я правильно понимаю, что в данном случае сотрудники пограничной службы, они исходили от обратного, они провели разговор с Федоряном и уже эту информацию передавали в органы прокуратуры. Я так понимаю, что обычно происходит наоборот. Намагалися допитати, як працівника Чорноморнафтогазу, оскільки він працював на підприємстві на час його захоплення і мав володіти інформацією з приводу того, хто, чим, яким чином відбувалося і як зараз це підприємство функціонує. І вже під час цієї роботи виплили певні факти його діяльності, які викрили його як посібника іноземним спецслужбам.